Здравствуйте, ученики, а также родители. Мы продолжаем свои видеоуроки по русскому языку для учащихся первого класса. Сегодняшняя тема — информационный постер «Мое тело». Первый урок. Біз ағылыстырамыз ары қарай сабақтарымызда. Бүгінгі біз тақырыбымыз информационный постер, яғни менің дене мүшелерімге арналған ақпараттық сурет, ақпараттық мысалы мәліметтер, сол жөнінде білеміз. Рассмотри картинку постер. Почувствуй вкус окружающего мира. Как органы чувств помогают познавать окружающий мир. Расскажи, придумай свою надпись к этому постеру. Яғни төмендегі қарайды картинкаға, мынау постер деп аталады. Жалпы бір сөздің мағынасы туралы жазылады, мысалы қатысты сөздер жазылады, осын постер деп аталады. Как органы чувств помогают, қай мүше неге жауап береді, мысалға. Адам не істей алады, көре алады, соның бәрін айтып түсіндіреміз. Адам мүмкіншіліктерін айтамыз қазір. Первые новые слова. Зрение, көру. Зрение — это то качество, которое мы можем видеть, например. Мы видим, воспринимаем мир, цвета, обаяние и сизу. Мы можем находить по запаху, что это. И вот это чувство называется обаяние. Вкус. Мы можем, жевав, узнать вкус фруктов, сладкий или кислый, или соленый вкус. Рецепторы называется вкус. Слух. Мы можем слышать, например. Голос можем слышать, птиц, звук птиц. Любой звук мы с помощью уха мы слышим эти звуки. Осязание. Мы можем почувствовать, потрогав, что какой предмет или это что. Осязание там говорит. Эта функция называется осязание. Теперь напишите в тетрадях новые слова и выучите наизусть. Зрение, көру. Вкус, дәм сезу. Слух, есту. Осязание, сезу. Обаяние и сезу. Следующее задание. Рассмотри картинку постер. Здоровье — это богатство. Прочитай, объясни. Төмен картинка. Енді денсаулық бұл байлық деген тақырыпта постер берілген екен, соны көрейік. Что относится к здоровью, образу жизни? Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться. Дұрыс тамақтану. Новые слова. Всегда быть на движении. Всегда быть в движении. Яғни заниматься регулярной основе физкультурой, спортом. Посещать спортивные секции, плавание, тренажер. Всегда быть в хорошем настроении. Жақсы көңіл күйде болу. Хорошее настроение, жақсы көңіл күй. Спорт, мы сказали уже, спорт. Закаливание, шнығу. Это относится к спорту. Надо здоровье свое закаливать. Хороший сон. Человек должен хорошо выспаться. Рано спать, лечь и рано просыпаться. Режим дня. У любого человека должен быть режим дня. Он когда будет обедать, когда будет заниматься домашним заданием или там будет отдыхать. Вот это все должно расписываться в режиме дня. И свежий воздух, таза ауа. Выходить на улицу человек должен. Здоровье — это богатство. Теперь нарисуйте свои постеры. Что вы еще добавили сюда? Напишите. Следующий постер. Давайте задание. Придумай дома свои интересный постер о здоровье. Вот, о здоровье. Жаңағы ата-аналарыңызбен денсаулыққа қатысты өздеріңізде осындай постер жасаңыздар. Что вы писали бы туда, например? Выспаться, свежий воздух, хорошее питание, фрукты, овощи. Все это напишите. Теперь еще раз повторим новые слова. Зрение, көру. Вкус, дәм сезу. Слух, есту. Осязание, сезу. Обаяние и сезу. Правильное питание, дұрыс тамақтану.
Движение, қозғалыс. Хорошее настроение, жақсы көңіл-күй. Спорт. Закаливание, шынығу. Хороший сон, тыныш ұйқы. Режим дня, күн тәртібі. Свежий воздух, таза ауа. Все эти новые слова выучить наизусть и запишите в тетрадях. Все, на этом наш урок закончится. Увидимся на следующем уроке. До свидания.